В Минобразовании выявлены нарушения по госзакупкам больше, чем на 13 миллионов сомов. Земледельцы Ожской области вновь увеличивают посевные площади хлопчатника. И сборная Кыргызстана в эти минуты проводит свой 4-й матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира по хоккею. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джакутбеков. Здравствуйте. Межведомственная рабочая группа провела комплексную проверку деятельности органов власти на территории Сокулукского района Чуйской области по вопросам и предложениям, поступивших в ходе встречи президента Сооронбая Жээнбекова с активом и общественностью района 9 января 2019 года. В ходе проверки жалобы и обращения подтвердились. По заключению межведомственной рабочей группы, безответственное и некомпетентное исполнение своих обязанностей со стороны руководителей органов МСУ, органов госвласти на районном, областном, республиканском уровнях привело к обоснованной критике и недоверию со стороны общественности. Государственные органы, ответственные за рассмотрение обращений граждан, самоустранились от решения проблемных вопросов социально-бытового значения. С учетом выявленных нарушений межведомственной рабочей группой подготовлена подробная справка с выводами и предложениями, которая направлена в правительство и Генеральную прокуратуру для рассмотрения в установленном порядке организации и принятия соответствующих мер, в том числе в отношении ответственных должностных лиц. Межведомственная рабочая группа дан ряд рекомендаций правительству. Рекомендовано правительству принять соответствующие меры по инвентаризации и установлению границ земельных участков на территории Сокулукского района и других районов Чуйской области. Привлечь к строго дисциплинарной ответственности руководство государственной администрации Сокулукского района Чуйской области, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности отдельных руководителей. Изучить и внести предложения по всем актуальным вопросам, поднимаемым жителями Сокулукского района, в том числе по социальным вопросам, проблемам, и разработать план мероприятий, направленный на оптимальное разрешение этих вопросов. Больше чем в 13 миллионов сомов оценивается материальный ущерб государству, нанесенный должностными лицами Минобразования. В ведомстве выявлены нарушения по госзакупкам. По информации Генпрокуратуры, должностные лица министерства провели конкурсные торги на тиражирование учебников для школ с кыргызским, русским и узбекским языками, обучение по английскому языку для 5 класса за счет средств республиканского бюджета. Тогда как в рамках проекта Всемирного банка на это было выделено 2 миллиона 735 тысяч долларов, и тиражирование планировалось произвести за счет кредитных и грантовых средств. Кроме того, была определена необоснованно завышенная стоимость услуг, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств на общую сумму 13 миллионов 174 тысячи сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП для дальнейшей организации досудебного производства. Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке долгосрочной комплексной стратегии и плана регионального развития Иссык-Кульской области. Заседание прошло под председательством первого вице-премьера Куатбека Буронова. Он отметил, что стратегия, а также технико-экономические обоснования реконструкции южной части автодороги Каракол-Балыкчи и международного аэропорта Каракол будут разрабатываться совместно со Всемирным банком. Глава офиса банка в Кыргызстане Балмура Агмазабар подчеркнула, что проекты регионального развития готовятся и по Ожской и Баткенской областям. Также была представлена информация об интегрированном развитии региона и транспортного сообщения в Иссык-Кульской области. В память о герое апрельской революции Жолдошбеке Кудайбергенове на фасаде 5-го корпуса Кыргызского национального университета установлена мемориальная доска. Преподаватель КГНУ, политолог, кандидат наук и настоящий патриот Жолдошбек Кудайбергенов погиб от огнестрельного ранения в голову 7 апреля 2010 года на площади Алато. Он родился в 1974 году в Кочкорском районе Нарынской области. Окончив КНУ, Кудайбергенов остался в родном университете преподавателя, где работал 14 лет. Он был одним из тех, кто открыто выступал против семейно-кланового правления Бакиевых и преступной власти. Нам это, нашей семье и всех, кто знает Кудайбергенова Жолдошбек, это очень трогательно. И мы думаем, что это сделано не зря. Пусть студенты видят и равняются вот на таких людей, на честных, порядочных, сильных, принципиальных и очень стойких. Я думаю, Жолдошбек не один. У нас в Кыргызстане таких людей много.
От имени президента Сооронбая Джейнбекова были вручены подарки четверне, которая родилась в Бишкекском перинатальном центре, и их матери Нураим Расмат Казе. Глава государства передал молодой семье сертификат на 2 миллиона сомов для приобретения жилья и 2 двухместные коляски. Подарки вручил первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Керенбаев. Кроме того, правительство выделило 150 тысяч сомов на семейные нужды. Элинин ак батасын алган инсандар болсун, жакшынакай, татынакай кыздар бактылуу болсун. Уулуңуз мыкты Кыргызстандын туусун бийик көтөргөн инсандан болсун. Сиздерди кубантып, силер сыймыктанган, куттуктайбыз. Ушул бул Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президенти, анан мындан тышкары дагы белектерди да бербейди, ошо. Благодаря году развития и цифровизации регионов многие села обеспечены чистой питьевой водой. Но утверждать, что проблема полностью решена, еще рано. К примеру, жители села Терексай Джалалабадской области пользуются и пьют воду из реки. Продолжит Мирим Амирбай Казе. Аильный округ Терексай расположен в 100 километрах от центра Чаткайского района. В нем 5 сел с населением более 5000 человек. На кадрах река, которая протекает через весь Аильный округ. На берегу женщины, полоскающие белье, а неподалеку пьет воду скот. Самое печальное, что не только скот пьет воду, но и местные жители. Для самих сельчан это уже привычное дело. Хотя невольно задаешься вопросом, как можно пить воду из этой реки, заваленной мусором. Мы уже говорили всем не бросать мусор, но безрезультатно. Как говорится, не пойман не вор. Наверное, бросают ночью. Я живу здесь уже 25 лет и с тех пор пользуюсь этой водой. Как видите, в реке полно мусора. Но что поделаешь, ждем, когда нам проведут чистую питьевую воду. В советские времена в округе все-таки была питьевая вода, но со временем трубы заржавели и подача воды была прекращена. Сейчас у местной власти не хватает средств для решения этой острой проблемы. Мы обратились в водный департамент за помощью. Нам пришел ответ, что до 2020 года в наш округ воду проведут. Также мы ведем переговоры с иностранными донорами. Организация из Кувейта обещала помочь, но пока вестей нет. Зимой дела обстоят еще хуже. Река покрывается льдом, и набирать воду не только трудно, но и опасно, говорят жители. Мирим Амирбай, Усман Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Алато 24, Джалалабадская область. Земледельцы Ошской области вновь увеличивают посевные площади хлопчатника. Толчком к тому стало повышение закупочных цен на эту техническую культуру. В прошлом году цены на овощи резко упали, а на хлопчатник, наоборот, выросли до 47 сомов за килограмм. На полях у хлопкоробов побывала Гульбара Кинджеева. В последние годы наблюдается тенденция роста цен на хлопчатник, в связи с чем в Ошской области его площади увеличиваются с каждым годом. К примеру, в Карасуйском районе площади хлопчатника в этом году составят 8200 гектаров, что на 1200 гектаров больше прошлогоднего показателя. Семеноводческий кооператив «Алматагро» приступает к севу хлопчатника одним из первых в районе. Техника у них своя, с семенами тоже проблем нет. Их они производят сами, так что посевную начинают без проблем. В позапрошлом году мы получили $75 тысяч кредита Российско-Кыргызского фонда развития. Приобрели новую сельхозтехнику в Узбекистане. Теперь нет проблем с посевной, культивацией и уборкой урожая. Хлопчатник – культура, требующая коллективного труда. В одиночку посадить или собрать урожай невозможно. А потому местные земледельцы в последние годы начали склоняться к коллективному хозяйствованию. Только в этом году сельхоз «Алматагро» пополнился 35 новыми членами. В результате посевные площади кооператива увеличились на 30 гектаров. Работать в кооперативе намного легче. Если бы я сейчас сеял сам, мне пришлось бы нанимать технику, ждать, когда механик освободится, искать семена. Здесь таких проблем нет. Затрат у нас получается меньше, а доходы растут. Например, когда я работал в одиночку, получал со своего поля 150-200 тысяч сомов дохода, а теперь на 50% больше.
В этом году в Волжской области планируют посеять хлопчатник более чем на 11 тысячах гектаров. Но для того, чтобы поднять доходы хлопкоробов, ограничиваться лишь увеличением объемов площадей нельзя, считают специалисты. Необходимо создавать цепочку добавленной стоимости, то есть продавать не сырец, а, например, пряжу или хлопчатобумажные ткани. Мы продаем хлопок в виде сырца или волокна, то есть дешево. Теперь мы работаем над созданием кластеров. Один из них планируем создать в Кашкар-Кыштаке на базе хлопкоочистительного завода. Они уже написали проект, он одобрен РКФР. Как только получат средства, начнут работы. Вместе с тем ведутся разъяснительные работы по созданию сельхозкооперативов. Это облегчит труд земледельцев, а также позволит выращивать большие объемы сельхозпродукции. В настоящее время государство всячески поддерживает кооперативы, особенно семеноводческие. Нас освобождает от налогов, соцфонд выдает дотации. По моему мнению, необходимо создавать кооперативы на базе земельных фондов перераспределения. Затем их можно объединять в ассоциации. Только таким образом можно будет обеспечить гарантированный объем поставок и наладить стабильный экспорт продукции, уверены аграрии. С мелкотоварным производством пробиться на зарубежные рынки почти невозможно. Гульбара Кенджеева, Акжол Айбашев, Алато 24, Волжская область. Представители Госагентства по архитектуре, строительству и ЖКХ не согласны с мнением вице-мэра Бишкека Уланбека Азагалиева о том, что если Бишкек-главархитектуру передадут в подчинение Госстроя, то в столице возникнут огромные проблемы со строительством различных объектов. Кроме того, статс-секретарь государственного учреждения Самат Бурубаев заявил, что с прошлого года действует постановление правительства о подчинении Бишкек-главархитектуры Госстрою. До 2015 года Бишкек-главархитектура была в составе Госстроя. Потом ее подчинили мэрии. Но в 2018 году правительство постановило передать структуру нам. Однако с тех пор мэрия не предпринимает никаких мер, чтобы передать функции Бишкек-главархитектуру Госстрою. Это помогло бы улучшить архитектурный облик города и улучшило бы работу. У нас в подчинении находится 55 территориальных управлений архитектуры. В свою очередь, вице-мэр Уланбек Азагалиев пояснил, что если Бишкек-главархитектуру передадут Госстрою, то у столицы могут возникнуть огромные проблемы с намеченными планами на 2019 год по строительству ряда школ, инженерных сетей и многих других социальных объектов. Была сессия Бишкекского городского Кенеш, и там был поднят вопрос о передаче МП Бишкек-главархитектуры в ведение Госстроя. Мне депутаты Бишкекского городского Кенеша задали вопрос. Я на него ответил. Я ответил на него так, что если Бишкек-главархитектуру передадут в ведение Госстроя, то у мэрии города Бишкек будут проблемы. Организация вопросов по оформлению разрешительной документации, оформление топосъемки, согласование разрешительной документации, выдача разрешения в настоящее время это все возложено на органы архитектуры. И для того, чтобы это все оперативно решалось, именно орган архитектуры должен напрямую подчиняться мэрии города Бишкек. И к другим темам. В Бишкеке 9 мая традиционно состоится шествие бессмертного полка, приуроченное к празднованию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила координатор акции Зульфира Хайбулина. По ее информации, участники начнут движение от парка имени Даира Санова, пройдут по улице Байтик-Батыра и закончат шествие на площади Победа. Длина маршрута составит чуть более 6,5 километров. Марш начнется в 10 часов утра. В целях безопасности на время следования колонны улицы закроют для движения транспорта и будут нести дежурство около 1000 сотрудников милиции. Также участников будут сопровождать бригады Центра экстренной службы, возглавит шествие духовой оркестр мэрии столицы и суворовцы. В акции примут участие творческие, музыкальные и танцевальные коллективы. Напомним, акция «Бессмертный полк» в стране будет проведена в 5-й раз. С каждым годом число участников увеличивается. И к этому часу у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями, происходящими в Кыргызстане и за рубежом. Эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте ktrk.kg и в других социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube. Оставайтесь на общественном Первом канале, берегите себя и своих близких.